Конечно, Владимир Вольфович всегда эпатажен в своих выходках. Но на прошлой неделе, на мой взгляд, он перешел все дозволенные, недозволенные рамки. Он призвал жестко изнасиловать беременную журналистку, беременную женщину. Он кричал при этом «Христос воскресе!». Я хотел бы напомнить, что это происходило в Страстную пятницу, накануне великого праздника Пасхи, и он оскорбил чувства верующих, и православных, и католиков. В этом году, как известно, Пасха совпадала. Владимир Вольфович всегда отличался экстравагантным своим поведением, но здесь как-то день у него, что ли, помягче сказать, не задался. Да, комиссия Государственной Думы по вопросам этики вынесла свое решение. К сожалению, мое предложение, я как зампред этой комиссии предлагал лишить его слова на месяц. Это максимально, что мы можем сделать по регламенту. Таков регламент, хотя некоторые призывали лишить Жириновского мандата, но это не в нашей власти. Просто ему мандат дали люди и должны сами в следующий раз на выборах думать, что вот у них такой замечательный, в кавычках, представитель. Владимир Вольфович допустил недопустимое. При этом, правда, потом, через несколько дней на Госсовете он объявил себя родственником Наполеона и Эйнштейна. Он сказал, что у него есть общие корни, американские ученые это доказали. Вы знаете, в истории много примеров, когда люди, чтобы уйти от какой-то уголовной, административной ответственности, объявляют себя сумасшедшими. Я не знаю, этот случай или не этот. Хотя призывы привлечь его к экспертизе, так скажем, чтобы он провел психиатрическую экспертизу сам над собой, они звучали. Но это вне рамках законодательства, к сожалению, так устроен закон. Ну, я знаю, что вроде в Республике Удмуртия начали собирать голоса люди, чтобы Жириновского лишили вообще депутатской неприкосновенности. Вроде такого вот я слышал. Вы знаете, по всей стране уже из разных субъектов идет информация, что здесь требует лишить его неприкосновенности, лишить мандата. Кто-то выходит из ЛДПР в знак протеста, уже прокатилась такая волна. Но это сами уже граждане, сами партийцы должны для себя решать. Вы посмотрите на этих же кадрах, как он относится к своим членам партии. Он кричит: где эти придурки, обращаясь к членам своей партии, идите сюда. Ну что это за отношение? Это к своим партийцам. Страшно подумать, что он на самом деле думает про народ.